Цех номер 2. В круглосуточном режиме на стол подачи загружается хвойный ассортимент. В смену новая линия распиловки в зависимости от диаметра сырья выдает от 200 до 550 кубометров доски. С установкой и запуском на предприятии финской линии Хьюсо R200 Лузалес вдвое увеличила годовой выпуск продукции и расширила ассортимент. Высокотехнологичное оборудование позволяет использовать древесину максимально эффективно. После лазерной раскройки на фрезерно-брусующей линии из каждого бревна можно получать одновременно до 5 видов продукции. Сортировка и контроль за качеством идет в автоматическом режиме. Далее сырой погонаж из цеха распиловки поступает в сушилки. Их на промышленной базе в селе Кыдяевич Прилузского района 17. Все присоединены к современной котельне, которая работает на отходах производства – коре, опилках, отсеве щепы. И буквально в эти дни представители завода-изготовителя завершают пусконаладку еще одного комплекса твердотопливных котлов. Сейчас идет процесс наладки котла. Мы снимаем параметры, составляем режимные карты. Газ намного проще, но это очень дорого. А эти котлы, они дают тепло, в принципе, на отходах, то, что раньше утилизировалось просто. В полную мощность котельная заработает через неделю. Часть энергоресурса отсюда будет направлена в сушилку для опилок, из которых впоследствии планируется выпуск твердотопливных гранул. Сюда будут загружаться опилки, и все это будет сушиться, подаваться на сушилку, сушить и пилеты изготавливать. Если посчитать 5 тонн в час, то это получается за 10 часов 50 тонн пилет. За сутки будет получаться около 100 тонн пилет. Прессовочную линию, рассчитанную на производство биотоплива различных фракций, запустят в сентябре, к новому отопительному сезону. Кроме того, до конца года здесь должны быть завершены строительно-монтажные работы еще на 5 важнейших объектах. Это площадка для складирования опилок, цех сортировки и упаковки сухой продукции, собственное пожарное депо, ремонтно-механическая мастерская и водонапорная башня для сушильного комплекса. По требованиям пожарных органов нам надо обеспечить этот цех водой пожарной. Поэтому пробурили лицензионную скважину для технической воды. Сейчас заложили фундамент там под саму водобашню. Сейчас идут монтажные работы. В целом инвестиционный проект компании «Лузалес» по освоению сырьевой базы в Республике Коми, вошедший в число приоритетных на федеральном уровне, рассчитан до 2020 года. В планах расширение географии производства, освоение новых арендных площадей в Ударском и Кайгородском районе, модернизация цехов по лесопилению и сушильного комплекса в местечке Чувью в Сыктывкаре и строительство платформы для загрузки экспортной продукции в железнодорожные контейнеры. На этом месте должен появиться самый современный завод в Республике Коми, который может перерабатывать 1 миллион кубов сырья по году. Срок реализации данного проекта – май месяц 2018 года. Данная продукция будет идти на экспорт, поставляться на рынки Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Италии, Германии, Австрии. То есть рынок очень большой. Лузалес является на сегодняшний день одним из лидеров в области лесозаготовок Республики Коми, наверное, даже северо-запада нашей страны. Помимо этого, можно сказать уже точно, что по итогам первого полугодия 2017 года Лузалес также является не одним из лидеров, а лидером в области лесопиления на нашей территории. По итогу объем капитальных вложений в развитие производственной базы составит почти 1 миллиард рублей. Постоянную работу получат еще 150 жителей Республики Коми. Елена Шумилова, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.